Не заметил мотоциклиста. Самое частое объяснение водителя, не уступившего дорогу мототранспорту. ДТП на этих фотографиях произошло именно по этой причине. Автомобиль выезжал со второстепенной улицы на главную и не пропустил мотоцикл. Пострадавшего увезли с переломами в республиканскую больницу. В момент дорожного происшествия светофорный объект находился в режиме желтого мигающего сигнала. Автомобилист в момент ДТП был трезв, дело передано в следственные органы. А эта авария произошла на том же перекрестке совсем недавно. Мотоциклист решил проскочить на мигающий зеленый и резко прибавил газ, проезжая перекресток. Однако поворачивающая налево автомобилистка уже была на встречной полосе. Нет, я его вообще не видела. Я просто видела, что машина уже притормаживает. Естественно, я думала, что все, потому что там уже мигал зеленый свет. Я стала поворачивать, и тут я уже увидела, что он вылез. У мотоциклиста не было прав данной категории. Только благодаря шлему им удалось избежать серьезных травм. Как правило, садясь за руль, автомобилисты настроены на четырехколесных участников движения. Двухколесный транспорт появляется реже, но в основном неожиданно. Водители в основном забывают, что мотоциклиста заметить сложнее, особенно если он попал в мертвую зону. На данный момент, сейчас я, находясь сбоку автомобиля, я не вижу в зеркало лицо водителя. Соответственно, он меня тоже не видит. Слепая или мертвая зона – самое опасное расположение для мототранспорта. По словам директора автошколы Андрея Неустроева, знать о них должен водитель любой категории. Однако самой большой проблемой является простое несоблюдение дисциплины на дорогах. Об этом очень много говорится, много программ насчет этого работы проводится, но как-то не изменяется ситуация. У нас в основном водители мотоциклов – это молодые люди. Как правило, некоторые даже не имеют просто прав на управление транспортным средством. Дисциплину должны соблюдать все, и автомобилисты, и мотоциклисты. Только тогда количество аварий можно уменьшить. Юлиан Бояркин, Максим Бурцев, Вести, Якутск.